Владеть иностранным как родным – такую цель ставят перед своими учениками первые полилингвальные школы в Уфе. Сейчас они находятся на завершающем этапе строительства и уже в сентябре распахнут свои двери в Демском и Советском районах города. И главная изюминка в том, что дети будут изучать основные предметы на иностранных языках. Все подробности в следующем материале. Мы с вами сейчас заходим в лингофонный кабинет, то есть здесь дети будут заниматься иностранными языками. Здесь пока тихо, пусто и пахнет краской, но уже через 3 недели этот школьный кабинет наполнится звуками иностранной речи, а его техническое оснащение не будет уступать передовым вузам страны. В так называемом лингофонном кабинете дети смогут максимально погрузиться в языковую атмосферу. Наушник, компьютер, ну и связь с преподавателем. То есть ребенок огражден от соседа своего, это отдельные кабинки для ребенка, и возможность связываться онлайн с преподавателями, не только преподаватели, который сидит в классе, но и с преподавателями из других, даже, может, стран, городов. Вырастить полиглотов, которые будут владеть иностранными языками как родным. Такую цель ставят в 2 новых уфимских школах – 44-й и 162-й. Они получат статус полилингвальных. Суть в том, что некоторые основные предметы, такие как, например, математика, химия, биология, будут преподаваться на английском языке, а музыка и окружающий мир – на башкирском. Переход будет постепенным. Для учеников начальной школы лишь около 5% урока математики пройдет на английском языке. Остальная часть традиционно на русском. Сначала будет билингвизм, то есть плавный переход на полилингвальность. Например, предмет «Окружающий мир», раз он связан с природой нашего родного края, будет изучаться, например, на русском и башкирском. Математика, так как там много терминов именно на латинском, или химия, биология, будут данные предметы преподаваться на английском и русском. Планируется, что первоклашки, которые пойдут в школу в этом году, к старшим классам смогут полностью овладеть иностранными языками. И для них та же математика будет преподаваться уже полностью на английском. Кроме того, в школах будут изучать немецкий, французский, турецкий и китайский. Количество часов по основным иностранным языкам будет увеличено вдвое. Для оснащения современным оборудованием каждой школе было выделено по 110 миллионов рублей. На них закуплены, например, интерактивные доски, панели и цифровые лаборатории. Будет много объектов для дополнительного образования. Это и 3D-моделирование, это и робототехника, это спортивные секции. 3 спортивных зала здесь. Один из них соответствует всем международным стандартам и может проводиться международные соревнования. При этом одновременно с акцентом на языки здесь будут придерживаться и основного профиля. Для 44-й школы базовый уклон финансово-экономический. В этом году здесь проходит масштабная реконструкция. Часть здания 1937 года постройки была снесена. Взамен возведены 3 новых корпуса. Общая площадь около 20 тысяч квадратных метров. А вот Демская 162-я школа отстроена с нуля. Здесь планируют выделить медицинский профиль. Кроме всего прочего, в этой школе реализуется необычная концепция внутреннего оформления. Вместо номеров этажам будут присвоены яркие цвета. Так, например, стены 1-го этажа будут выкрашены в зеленый цвет, и их украсят фотографии Демского района. 2-й этаж будет желтым, и здесь будет все об Уфе. 3-й оранжевый, о Башкортостане. И 4-й синий будет посвящен России. Строительные работы в обеих школах планируют завершить к сентябрю. И если в Советском районе учебное заведение уже полностью укомплектовано, то в Демском все еще идет набор учеников. Каждому первокласснику здесь обещают умные смарт-часы в качестве подарка к 1 сентября. Всего же в течение ближайших 5 лет в разных городах республики должны открыться 14 полилингвальных школ. Юлия Нигматуллина, Тимур Каюмов. Новости Уфа.